О самых заметных событиях понедельника, 5 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Навигация для маломерных судов начала поэтапно открываться в Якутии сегодня. Озвучим основные даты начала движения моторных лодок на реках республики. Примерно 700 военнослужащих в зоне спецоперации обеспечили комплектами одежды швеи Якутии, что входит в стандартный комплект для одного бойца. У молодежи Нерингри появился свой общий дом. В торжественной обстановке открыли молодежный центр. Это место, где можно найти применение своим талантам, создавать что-то новое и общаться с единомышленниками. Да здравствует смех и улыбки! Открылся муниципальный лагерь дневного пребывания детей «Фантазия». Ребят ждут увлекательные и познавательные программы. Соревнования по судомодельному спорту стартовали сегодня в Якутске. Съехались ребята из нескольких улусов республики. Какие виды включены в этом году? Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Согласно постановлению, с нового года производители продукции морского зверобойного промысла смогут перейти на специальный льготный налоговый режим для сельхозпроизводителей – единый сельскохозяйственный налог. Мера освободит производителей от уплаты налогов на прибыль, доходы физлиц и имущество, если оно используется в бизнесе. Ставка единого сельскохозяйственного налога в каждом регионе не может превышать 6%. Глава Якутии Сан Николаев проверил реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в Абыйском районе. На сегодня там аварийными признаны 27 многоквартирных домов. Это более 13 тысяч квадратных метров жилья. На текущий момент удалось переселить более 120 человек. Еще 21 человека переселят из 13 квартир в этом году. Отмечается, что всего в рамках реализации программы до конца 2025 года новое жилье получит 8250 человек, проживающих в аварийных домах в арктической зоне Якутии. При этом из указанного объема на сегодня уже расселены 1917 граждан. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников проверил готовность объектов для проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Посетил международный аэропорт имени Платона Аюнского, общежитие медколледжа и сельскохозяйственного техникума, стадион Туймада, многоквартирные жилые дома по улице Лермонтова и на проспекте Ленина, а также стадион «Юность». Дмитрий Садовников осмотрел внешний вид объектов, выслушал информацию о планируемых ремонтных работах. По итогам объезда зампред проведет в ближайшие дни большое совещание, где даст ряд поручений. Эти игры одна из значимых, которая будет проходить в следующем году на территории Российской Федерации. Мы должны этим случаем, безусловно, воспользоваться и, конечно, поработать, чтобы столица республики, как говорится, немножко поменяла свой облик. К сожалению, по маршруту следования и по местам проведения соревнований у нас остались дома, которые признаны ветхими аварийными после 2017 года. И, конечно, сегодня нам надо работать и с федеральным центром, в частности, фондом развития территории. На главном объекте, на стадионе Туймада, где пройдут большинство соревнований, а также церемонии открытия и закрытия игр, планируют заменить беговые дорожки, установят новое искусственное покрытие футбольного поля, заменят пластиковые сиденья, проведут работы по электроснабжению, вентиляции, отоплению, водоотведению, общий ремонт здания. Всего для соревнований по 22 видам спорта подготовят 16 объектов в Якутске. Мы в этом году будем ремонтировать на сумму 400 миллионов рублей. Сейчас идет работа по дополнительному финансированию, поэтому мы постараемся в этом году большую часть ремонта сделать. И в следующем году остаток работ уже будем в следующем году рассматривать. И, конечно же, мы сделаем так, чтобы наши объекты были готовы. Делаем основной упор таким работам, как канализация, крыша, да, ремонт, замена поля, беговой дорожки. Ледоход завершается на 5 последних реках республики. Об этом сообщил председатель Госкомобеспечения региона Дмитрий Лепчиков. По его словам, ледоход продолжается на реках Лена, Анапа, Индигирка, Оленек и Яна. Однако волна уже приближается к устьевым участкам. Так, на Лене активная фаза ледохода в Булунском районе. Нижняя кромка в 150 километрах ниже села Кюсюр. Средний ледоход. Верхняя в 15 километрах выше Кюсюра.
На реке Ленек активная фаза тоже в Булунском районе. На Индигирке активная фаза в Алаиховском районе. На реке Анабар ожидается продвижение ледохода до села Юрюнг-Хая. На реке Яне активная фаза в Устьянском районе. В селе Устьянск подтопило 73 дворовые территории и 7 домов. В пункт временного размещения отселено 20 человек. Также открытие навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, поэтапно началось в Якутии сегодня. А с 12 июня планируется открытие навигации в Эмиконском, Момском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском и Ленюкском районах. Сроки открытия навигации могут быть скорректированы в зависимости от обстановки на водных объектах. 25 июля навигация маломерных судов откроется в Булунском районе. В 4 районах Якутии ожидается установление высокого класса пожароопасности. Так, с 6-7 июня в Чурапчинском, Усть-Майском, Тампонском и Вилюйском районах ожидается установление высокого 4 класса пожароопасности леса. Класс рассчитывается на основе температуры и влажности воздуха. Если температура воздуха растет, то этот показатель увеличивается. Напомним, за прошедшие выходные в Якутии было обнаружено 9 лесных пожаров, локализовано 2 на общей площади 9,5 гектаров в Нерюнгринском и Усть-Алданском лесничествах. Осенью прошлого года в Якутии начали пошив одежды для мобилизованных. Почти 9 месяцев якутские швеи оснащают наших бойцов комплектами одежды. Всего за время их работы помощь получили около 700 военнослужащих, что входит в один комплект обмундирования, знает Галина Чекурова. В день в цех приходят трудиться около 15 женщин разных возрастов. Одной из них является Александра Амосова. О добровольческом движении она узнала в телепередаче «Эйге» и сразу решила стать волонтером, чтобы помочь якутским бойцам. Решила чем-то помочь, чем-то облегчить участь наших детей. И вот получилось так, что я 5-й месяц без выходных, без праздничков туда прихожу. И я думаю, что я выполняю свой материнский долг перед нашими ребенками. Сюда вкладываю весь свой ум, все свое умение, тепло наших рук. И получается, что наши парни, которые уходят сюда, они очень благодарны. И они обещают нам обязательно вернуться и будут вспоминать о нас. Якутские швеи-волонтеры перешли на летний комплект одежды для участников спецоперации. В комплект входит около 12 позиций, легкая специализированная одежда, вещи для личной гигиены, а также каждому бойцу положили обереги на русском и якутском языках. В комплект входит вот такая майка, сейчас мы безрукавку сделали, потому что, говорят, очень жарко там. Еще вот такая тактическая рубашка. Ага. Плащевка, ну это плащевка как штаны и ветровка от дождя, и костюм вот такой бывает, ну иногда вот так пиксельный, иногда у нас бывает еще мох называется. Еще нательные штаны и вот такие куллуки. В общем-то, больше 10 наименований у нас одежды, и еще принадлежности гигиены. Ежедневно швеи цеха изготавливают около 5 полных комплектов. Каждый раз они совершенствуют свою одежду, исходя из отзывов и советов якутских бойцов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Галина Чекурова, Семен Афанасьев, Якутск. На учебно-тренировочном полигоне МЧС России начались соревнования по заданиям демонстрационного экзамена по профессии пожарный среди студентов среднего профессионального образования Якутии. Экзамены сдают в рамках 3-го республиканского форума «Роль профессионалов Якутии в развитии геостратегических территорий». Проверяют свои умения и навыки 4 команды. Студенты из Усть-Алданского техникума, Чурапчинского аграрно-технического колледжа, Верхневилюйского техникума и юридического полицейского колледжа. Экзамен проходит в 4 этапа. Участники должны на скорость надеть боевую одежду пожарного, преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, подняться по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа и потушить горящий объект. Сдача профстандарта – это преимущественное право при трудоустройстве и построении своей профессиональной карьеры для студентов из 4 средних профессиональных образовательных организаций республики. Сегодня также на демоэкзамене присутствуют потенциальные работодатели, которые самых успешных студентов сразу же пригласят к себе в свои предприятия, организации
Напомню, что в региональной базе вакансий насчитывается более 120 единиц вакансий пожарных. И я уверена, что сегодня студенты найдут своих работодателей, а работодатели найдут высококвалифицированных специалистов, которые подтвердили со знаком качества свои знания практически и теоретически. Ну а в среднеспециальных учебных заведениях готовятся к приему документов от желающих поступить на новый учебный год. В этом году выделено более 6 тысяч бюджетных мест. Из них большая половина для абитуриентов после 9 класса. По требованию рынка труда открыты ряд новых учебных направлений, в основном в Якутском сельхозтехникуме и промышленных колледжах. Но в СУЗах решение о приеме принимают по итогам аттестата. В перечень документов обязательно входит медсправка. Также абитуриент может предоставить документы о своих достижениях. Это имеет значительную роль при поступлении, если у нескольких абитуриентов одинаковые баллы. А те, кто нуждается в общежитии, могут предоставить семейную справку. Приемная кампания в СУЗах начнется с 20 июня и продлится до 15 августа. Учреждения, у которых есть дополнительные испытания, это в основном творческие направления, да, рисование и так далее, там до 10 августа будет осуществляться прием заявлений. И прием заявлений можно прийти самому сдать в приемную комиссию, либо через сайт госуслуги. Но самые большие конкурсы у нас традиционно это город Якутск, медицина, педагогика, финансы, IT-направления. Проходной балл аттестата бывает там 4,5, 4,9, иногда даже 5,0 бывает. Поэтому вот надо оценивать свои силы трезво, да, и проводить какую-то аналитику и подавать в те учреждения, в которых есть возможность поступить. У молодежи Нерюнгри появился свой общий дом. В торжественной обстановке открыли молодежный центр. Это место, где можно найти применение своим талантам, создавать что-то новое и общаться с единомышленниками. Подробнее о центре расскажет Ирина Жданова. Это первый молодежный центр в современном формате на территории района. В день открытия главные гости – это молодые талантливые нерюнгринцы, которые представили концертные номера, выставку картин и творческие работы. В этом молодежном центре будет проходить клуб дебатов, здесь будет проходить работа музыкальных групп, здесь будет проходить, я надеюсь, работа команды КВН, фотовыставки, видеовыставки. Кинотеатр под открытым небом, который мы открываем завтра вечером в парке имени Черяева, тоже будет здесь с сентября, и каждую неделю будет транслироваться бесплатное кино для молодежи. То есть это место тусовки молодежи. Место там, где молодежь может развиваться, спорить, творить, проектировать. Открытие центра назвали важным историческим событием. Его ждали много лет. С первых дней началась активная работа, совещание, обсуждение, формирование планов и новых идей, которых у молодых нерюнгринцев довольно много. Здесь действительно будет очень здорово, потому что практически каждую неделю, может быть даже каждый день в этом месте будут проходить различные события, совещания, акции, различные мероприятия, маленькие, большие, торжественные и не очень. Мы очень надеемся на активность наших некоммерческих организаций, наших общественников, которые будут наполнять это замечательное место. Помещение центра – это 350 квадратных метров. Конференц-зал, зона для творчества и помещение для коллективной работы, где будут проводиться различные мероприятия, акции, собрания на безвозмездной основе. Я очень рада, что могу об этом говорить, находясь еще в повестке молодежной политики, и что это случилось именно сейчас, когда молодым людям так нужна поддержка властей, так нужна поддержка тех людей, которые могут и принимают правильные решения в пользу молодых людей. Работа молодежного центра направлена на то, чтобы объединить еще больше талантливых и креативных людей. Это будет место встречи для творчества и развития нового поколения на благо района, республики и всей страны. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Да здравствует смех и улыбки. Открылся муниципальный лагерь дневного пребывания детей «Фантазия». Руководители подготовили увлекательные и познавательные программы, где ребят ждут различные конкурсы, игры и интересные задания. Подробнее в сюжете Лены Андреевой. Мы
находимся во Дворце детского творчества города Якутска. С 1 июня начался городской лагерь для детей. Он является совершенно бесплатным. Родители заранее записывались в этот лагерь через портал госуслуги. В лагере отдыхают более 300 детей, и расписание включает в себя полную занятость с 9 до 3 часов дня. Дети разделены по разным возрастным категориям и направленности. В лагере сформировано множество отрядов разных направлений, от рисования и шахмат до изучения английского и конструирования. По словам вожатых, с каждым годом интерес к лагерю дневного пребывания возрастает. Каждый день для детей очень насыщен на мероприятия, насыщен на разные занятия. 7 числа у нас конкурс визиток. Каждый отряд, как вы видите, готовит свое отрядное место, готовит конкурс визиток. Сейчас мы спросим у самих ребят, действительно, к чему они готовятся, как проходит день в лагере. У нас сначала идет зарядка, потом у нас завтрак. И после завтрака мы занимаемся играми, играем. Слушать других, понимать чужое мнение, слушать вожатых. Мы играем, веселимся, знакомимся. Утром мы приходим и делаем общую зарядку. Далее мы идем в ЕГНГ кушать и возвращаемся обратно в лагерь. Детей ожидает насыщенная программа с множеством игр, коллективных заданий, конкурсов и концертов. Ведь основная задача каждого лагеря – это обеспечить не только хорошее настроение, но и подарить новые эмоции и знания. Лена Андреева, Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. В ногу со временем в этом году продолжается обучение граждан пенсионного возраста навыкам компьютерной грамотности. Пенсионеры могут пройти бесплатное обучение, в ходе которого изучат основы работы на компьютерах, в сети интернет, узнают, как пользоваться соцсетями и порталом госуслуги, что такое информационная безопасность, а также овладеют навыками работы с различными устройствами. Данный проект реализуют в рамках соглашения с Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров». Предлагают обучение по 2 программам в очном формате: основы компьютерной грамотности и умные гаджеты. Данный проект в 2023 году у нас реализуется проект как обучение граждан пенсионного возраста основам компьютерной грамотности. Она реализуется в рамках соглашения Общероссийской организации «Союз пенсионеров». И в этом году у нас представлены 2 программы. Это первая программа «Основа компьютерной грамотности» и вторая программа «Умные гаджеты». Цель и задача – это, конечно же, обеспечение информационными ресурсами людей старшего поколения и основами безопасности вообще пользования интернета. Всемирный день окружающей среды отмечают сегодня. Этот день установлен ООН и ежегодно отмечается 5 июня, а также является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Наша съемочная группа узнала мнение жителей Якутска о том, что плохо для окружающей среды и как они с этим борются. Много бутылок выбрасывают. Это вредит природе. Бросают много мусора в океаны, это тоже плохо. Из-за этого могут умирать животные. В городе, конечно, я бы не сказала, что очень хорошо. Не сказала. А так вроде все нормально. Я стараюсь не мусорить. Насчет других я не знаю. Вот убираю его здесь территорию. Стараюсь вообще следить за ребенком, чтобы она не мусорила, и сама собираю мусор достаточно экономно. Стараюсь даже собирать пластик, чтобы на переработку его отдавать. Очень много мусорят. Прям на каждом шагу мусор. Вот если люди будут как-то не мусорить, то, мне кажется, у нас природа станет чище. Даже по городу ходишь, грязно. Грязно. Пытаюсь не мусорить на улице. 100 берез к столетию Алдана. Под таким названием сегодня, в День защиты окружающей среды, в Алдане прошла экологическая акция. К посадке саженцев берез присоединились все желающие. Подробности в сюжете.
На площадке СВК вблизи дерева Ал-Лукмас раскинется березовая аллея. 100 берез к столетию Алдана. Так называлась экологическая акция, прошедшая в рамках Дня защиты окружающей среды. Проведение акции было инициировано администрацией района совместно с природоохранными организациями. Итак, что же нам требуется? Все очень просто. Нужно получить саженец. К экологической акции присоединились трудовые коллективы и жители города. К слову, высадить предстояло не 100, а 150 деревьев. Саженцам, которые предоставил Якутлесресурс, от 10 до 12 лет. Березка растет быстро, а срок ее жизни не менее века. К тому же белоствольные красавицы неприхотливы, и алданцы уверены, что саженцы примутся хорошо. Мы отработали, выделили участок, выбрали хорошие березки, которые будут, я думаю, что приживутся и будут радовать глаз. Вот. Здесь, в Алданском районе, я думаю, приживаемость будет у них хорошая. Погода не баловала летним теплом, однако такие условия для высадки саженцев являются как раз оптимальными. Лунки были подготовлены заранее. После внесения в почву чернозема деревца следует зафиксировать и прикопать. А чтобы саженцы принялись, нужно не жалеть воды. У нас не остался равнодушным к этой акции никто. И все организации, предприятия, учреждения, жители Алданского района звонили, узнавали, как им принять участие в этой акции, когда нужно прийти. Очень много вопросов задавали. С посадкой 150 берез алданцы справились быстро. Березовая аллея стала одним из первых масштабных мероприятий по озеленению. Впереди посадка цветов. Мы тоже выступаем с лозунгом. И поэтому на сегодняшний день дети, трудовые площадки, трудовые коллективы начнут при восстановлении погоды высаживать цветы. Озеленение города продолжится. Посадки деревьев и цветов будут произведены на улицах, в скверах и территориях организаций. К юбилею города также планируется акция «100 тысяч цветов». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Мирном отметили мордовский национальный праздник Луган-Яса Килунясь, который ежегодно организует актив Мордовского национально-культурного объединения. Подробности в сюжете Анны Васильевой. С радушного приветствия ведущей хоровода возле символа праздника березки и начался праздник Луганяся Келунясь. В древние времена мордовские крестьяне совершали моления, которые должны были обеспечить благоприятную погоду, хороший урожай, здоровье людям, приплод скота, благополучие в хозяйстве. Этот праздник впитал дохристианские обычаи, связанные с почитанием растений. Ими украшали дома, улицы, церкви. Это же все приурочено к белой березке. Значит, люди пекут блины, жарят яичницу, обязательно, чтобы была яичница на костре. Раздают людям, угощают. И еще у нас традиция такая есть, вот из других районов варят суп именно на природе, тоже раздают, люди приходят, угощаются. Какой же этот праздник без танцев и песен? Без сомнения, украшением мероприятия стали выступления образцового детского фольклорного ансамбля «Сударушка», шоу-группы «Диаданс» и других. Это очень самобытный праздник, который организует мордовская община Келу. Она уже образовалась в составе ассамблеи более 10 лет назад. Сегодня мы имеем отделение этой общины в поселке Айхал и городе Удачном. Представители Мордовии, в принципе, хорошо представлены среди жителей нашего Мирнинского района. Очень много людей приехали на заре становления алмазодобывающей промышленности и сейчас продолжают работать во всех сферах народного хозяйства. Также организаторы мероприятия подвели итоги конкурса рисунков с использованием компьютерной графики «Краски Мордовии моей». В итоге победителями стали Алена Шаманаева, Юлия Рожина и Света Лукина. Всех отметили дипломами и подарочными сертификатами. Ну а в завершении праздника гостей ожидала дегустация национальной кухни. Анна Васильева, Мирный. В Ленске провели один из самых зрелищных конкурсов – парад колясок. В это время на площади Ленина можно было встретить разных сказочных героев и их необычный транспорт или вполне обычный, но воссозданный с помощью креативных родителей. Так, в этом году сердца зрителей и жюри покорили коляска «Беззубик» из мультфильма «Как приручить дракона» и ее маленький хозяин, девочка на воздушном шаре и огненный дракон, получившие в этом году вторую жизнь любимый детский герой Чебурашка.
Массивные конструкции трактора и кораблика тоже не оставили никого равнодушными. Все участники конкурса отмечены и получили призы. В этом году у нас получилось 6 семей, приняли участие 6 семей. Ну, естественно, семьи приложили очень много усилий, фантазий своей креативности. И в итоге у нас первое место заняли семья Роголевых, а второе место у нас заняли семья Дербиных, и третье место у нас заняли семья Пожидаевых. И последнее. Соревнования по судомодельному спорту стартовали сегодня в Якутске. Съехались ребята из нескольких улусов республики. Также участвует команда столицы. Соревнования проводят по нескольким видам судов. Это катамараны, яхты радиоуправляемые и яхты самодельные. Подробнее расскажет Мария Кардашевская. Поменьше ветра в волнах и побольше в парусах. С такого благословения начались соревнования по судомодельному спорту, в которых приняли участие команды из Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского районов, а также из города Якутска. В этом спорте все серьезно. У ребят настрой боевой. Настрой хороший. Буду участвовать в катамаранах. Этот катамаран сделал со своим руководителем Михаилом Иннокентьевичем из пенопласта и из дерева. Я больше года занимаюсь, особо не волнуюсь, и я уверен в своей победе. Я занимаюсь больше года. Буду участвовать в виде яхты. Волнуешься? Нет. Почему? Уверен в своих силах? Несмотря на то, что в этих соревнованиях, как правило, участвуют мальчики, есть среди спортсменов и девочка Лариса Инешина. Она приехала из Хангаласского улуса и уже не первый год с азартом участвует в этой битве. В прошлом году спортсменка заняла 3-е место. По ее собственному признанию, сложнее всего ей дается само моделирование. Но эмоции во время битвы снимают всю усталость. Ну вот, когда участвуешь, душа вот вся вливается в эти соревнования, и очень круто, и когда ты награду получаешь, да, когда ты что-то достигла, это очень круто и классно, мне кажется. Уменьшенные копии судов ничуть не отличаются от настоящих. Так же, как и в большом спорте, вся техника проходит настоящий технический осмотр у жюри, и только после этого допускается на соревнования. Мы все с собой привозим. Некоторые запчасти покупаем через интернет, а некоторые из подручных средств делаем. Ну, в основном древесина, пластик, изоспан и так далее. Впереди еще 5 дней соревнований, которые включают в себя авто, авиа и ракетомоделирование. Завтра будет на Комсомольской площади радиоуправляемые машины. И потом уже на местности Үсхатын будет проводиться по самолетам, да, моделям самолет конкурс. И потом уже 8 и 9 июня будут проходить соревнования по ракетомодельному спорту. Это на местности Хатас. По итогам медального зачета сильнейшая команда будет награждена Кубком победителя. Мария Кардашевская, Владимир Павлов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.